В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на ратификацию в Народное собрание Абхазии договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также межправительственное соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества. Договор и межправительственное соглашение были подписаны в Дамаске 4 сентября в ходе официального визита президента Абхазии в Сирию. Президент Рауль Хаджимба принял авторов проекта фонда Айд Галара Ацха по возрождению абхазо-адыгского традиционного ювелирного искусства. В течение 2 месяцев студенты и преподаватели отделения искусства Абхазского госуниверситета изучали старинную технологию изготовления ювелирных изделий под руководством специалистов из диаспоры. Глава государства подчеркнул важность возрождения традиционной культуры и передачи ее будущим поколениям. Преподаватель кафедры изобразительного искусства АГУ Елена Лабаху рассказала Раулю Хаджимба о ближайших планах по совместным проектам с представителями абхазо-адыгской диаспоры в Турции. В завершение встречи педагог курса традиционного ювелирного искусства Асия Яган и председатель фонда Айд Галара Ацха Бехиджи Багба преподнесли в подарок президенту башлык ручной работы с изображением государственных символов. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. В Ачимчирском РОВД открылся обновленный стенд памяти погибших сотрудников милиции. В честь открытия стенда состоялся митинг, в котором приняли участие глава администрации Ачимчирского района Гиви Допуа, заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Ливан Кварацхелия, сотрудники органов внутренних дел, семьи и родственники погибших. Репортаж Саида Джарсалия. В канун Дня милиции, который в Абхазии традиционно отмечается 10 ноября, в фойе здания Ачимчирского РОВД был открыт обновленный мемориальный стенд памяти погибших сотрудников милиции. Вначале участники мероприятия минутой молчания почтили их память. Были зачитаны биографии 12 сотрудников органов внутренних дел Ачимчиры. В их числе те, кто героически погиб во время Отечественной войны и в мирное при исполнении должностных обязанностей. Все они являются примером образцового выполнения своего служебного долга, поэтому молодое поколение правоохранительных органов должно равняться на героев, отмечалось на митинге. Я хотел бы сказать спасибо матерям, отцам этих наших друзей, наших коллег, которые воспитали таких прекрасных парней. Все они для нас герои, преклоняюсь перед ними. Родственники погибших сотрудников поблагодарили всех, кто содействовал открытию стенда. Необходимость обновить стенд существовала давно, однако реализовать задуманное было непросто без финансовой помощи. По инициативе начальника милиции и ряда ветеранов абхазской милиции было принято решение об обновлении мемориальной доски. Тут она была, но послевоенные годы были тяжелые времена и не совсем так было красиво. И вот было решено обновить. Помощь оказали очень большую, прокурор района Сабекия, Заур Чантович Зарандия, Гарри Зухба, Ахра Чагава, Каха Пертая. Многие оказали большую помощь. Сотрудники милиции погибают и в мирное время, ведь защитники правопорядка всегда находятся на переднем крае борьбы с преступностью. Проявляя мужество в борьбе с нарушителями закона и отдавая свою жизнь за Родину, они были и остаются героями на все времена. Саид Джарсалия, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Премьер-министр Валерий Бганба совершил инспекционную поездку по строящимся объектам по инвестиционной программе в Гагарском районе, сообщает пресс-служба правительства. Осмотрев территорию парка принца Альденбургского, премьер указал на необходимость скорейшего возобновления работ в парке, благоустройство которого значится в разделе программы развития города Гагра как курортно-туристического центра. Валерий Бганба осмотрел также ход строительных работ средней школы номер 1 по улице Демирджиепа. На объекте в ближайшее время приступят к выполнению внутренних и внешних отделочных работ. Глава правительства ознакомился и с ходом берегоукрепительных работ от водозабора реки Репруа до реки Жойквара. Первый этап по восстановлению подпорных стен на этом участке выполнен на 80%. Сдача объекта намечена на 2019 год. Премьер-министр также посетил детское образовательное учреждение МРАМЗа, здание которого нуждается в ремонте. Валерий Бганба обсудил с главой администрации Гагарского района возможность проведения ремонта в детском саду.
Премьер-министр Валерий Бганва подписал распоряжение о выделении средств на проведение первого круга чемпионата Абхазии по футболу. Согласно распоряжению Государственному комитету по физической культуре и спорту Республики Абхазия поручено профинансировать Федерацию футбола Абхазии в сумме 544 800 рублей за счет средств, предусмотренных в смете расходов на 2018 год в республиканском бюджете по плану мероприятий Государственного комитета по физической культуре и спорту с последующим восстановлением за счет средств резервного фонда правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. В адрес Сухумского городского собрания направлены обращения компетентных государственных органов в ответ на решение, принятое депутатами Горсобрания о проведении местного референдума по вопросу избрания кандидата на должность главы администрации города Сухум путем прямого волеизъявления граждан Республики Абхазия, постоянно проживающих на территории Сухума. Прокуратура города Сухум вынесла протест по поводу решения Сухумского городского собрания. По мнению прокуратуры города, данное решение Горсобрания является незаконным. Одним из оснований, которое приводит прокуратура, является тот факт, что действующим законодательством республики порядок организации и проведения местного референдума не урегулированы. Соответственно, в настоящее время не представляются возможными организация и проведение местного референдума. Прокуратура города Сухум требует, чтобы Сухумское городское собрание рассмотрело протест прокурора коллегиально на ближайшем заседании Горсобрания с участием прокурора. Отменила решение Сухумского городского собрания от 25 октября и опубликовала данное решение в СМИ. При финансовой поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба принял участие в 9-м международном театральном фестивале национальной драматургии имени Тинчурина. Труппа театра представила зрителям спектакль «Кролики и удавы» по произведению Фазилия Искандера, режиссер-постановщик Мадина Аргон. О выступлении театра в репортаже Алисы Шамба. 2 года назад Казанский национальный театр имени Карима Тинчурина с гастролями приезжал в Абхазию. Именно тогда между двумя театрами завязалась крепкая дружба. В стенах Казанского театра каждые 2 года проходит международный фестиваль национальной драматургии. В прошлом году его организаторы пригласили принять участие в фестивале «Абхазский драмтеатр». И вот 30 октября труппа Абхазского театра отправилась в Казань со спектаклем «Кролики удавы», который с восторгом был принят зрителями. Сам фестиваль шел 7 дней. Это были 7 дней сплошного праздника, профессионального общения с коллегами из разных театров, из разных республик. И такой нюанс у этого фестиваля, наверное, который отличает его от многих фестивалей, не было номинаций. Да, то есть учредители фестиваля пожелали сделать его таким, правда, большим праздником. Не было номинаций, там, ни гран-при, ни лучшая режиссура или там, не лучший ансамбль, а просто общение, профессиональное общение коллег друг с другом. И для меня, помимо татарского гостеприимства, которое мы на себе ощутили, ничем не уступающее кавказскому, помимо этих приятных вещей, было очень любопытно и интересно, и познавательно послушать критиков. В программу фестиваля входят лучшие постановки по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций. Спектакль «Кролики и удавы» по произведению Фазилия Искандера достаточно популярен в нашей стране и уже успел полюбиться многим. Но было важно знать, как постановку воспримут за пределами страны, говорит режиссер. Спектакль приняли, было приятно осознать, что мы с ними говорим одним языком. Мы говорим сценическим, а они этот сценический язык понимают, они его расшифровывают и дают ему оценку. Это было очень полезно, и для меня, как для режиссера, участие в фестивале впервые. И думаю, что заложен такой вот первый шаг такой, он был очень познавателен и продуктивен.
После показа Союз театральных деятелей России подробно обсудил спектакль и выделил его как один из лучших на фестивале. Критики отмечали, что много раз видели кроликов и удавов в самых разных постановках, но прочтение Абхазского театра их покорило. Если приехала в Абхазский театр, то, что называется «Жизнь дала». Потому что всегда спектакли высокого класса, всегда хорошая труппа. И даже тогда, когда вы переживали тяжелые времена, все равно было интересно смотреть все ваши работы. Мадина придумывает одну любопытную штуку. Она ставит даже не про противников, не про удавов, которые едят кроликов, или не про кроликов, которые вдруг застревают в голове у удавов, а все-таки она ставит про то, что происходит и с кроликами, и с удавами. То, что конфликт вообще, как биологическое явление в животном ли мире, у людей, он неизбежен. Это мне было действительно в спектакле интересно. Что происходит с обществом, что происходит, простите, с человеком, потому что не про млекопитающих и пресмыкающихся этот спектакль. А в общем про людей, которые едят, и про людей, которых едят. В фестивале принимало участие 9 театров. По завершению гастролей нашей труппе пришло еще одно приглашение на участие в фестивале в Мари-Эл. По итогам 9-го международного театрального фестиваля национальной драматургии имени Тинчурина все участники театрального фестиваля были награждены дипломами и статуэтками «Золотой Тинчурин». Алиса Шамба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. С 13 ноября Абхазский драматический театр запускает для посетителей бесплатный трансфер «Драмтеатр. Новый район». Как сообщила журналистам директор по связям с общественностью и СМИ театра Шарида Тужба, все транспортные расходы берет на себя театр. Для проезда в специальном автобусе пассажиру надо будет предъявить при входе только билет на спектакль в Абхазском драмтеатре. Автобус будет ездить по маршруту «Драмтеатр. Новый район» со всеми остановками по дороге. Транспорт будет ждать зрителей у театра через 15 минут после спектакля. Капсулу времени, заложенную комсомольцами в 1968 году, фасад Сухумской горской школы номер 10 спустя полвека вскрыли. И хоть комсомола давно нет, сегодня рядом с нами те, кто закладывал эту капсулу. О чем говорится в послании из прошлого, расскажет Нала Кова. У здания Сухумской 10-й средней школы имени Нестора Лакоба собрались учащиеся, педагоги, комсомольцы всех поколений. Среди встречающих славную дату ВЛКСМ ветераны комсомола, полвека назад праздновавшие его 50-летие. Почетным комсомольцам выпала честь вскрыть капсулу, заложенную в стене. Лишь этот квадрат остался от старого здания школы. В день векового юбилея несуществующего уже давно комсомола, следуя наставлениям из прошлого, капсула торжественно была вскрыта. 50 лет назад герой Советского Союза Усов установил гранитную плиту с надписью «1968 год». Вскрыть в 2018 году к столетию ВЛКСМ. На фасаде здания школы была установлена мемориальная доска с именами учащихся школы, отдавших жизнь за Родину. Дети и внуки наши увидели то, что грезилось комсомольцам 18-го года сквозь огонь атак, во имя чего отдали свои молодые жизни борцы за советскую власть. Ваше настоящее – это светлое будущее, чему посвятили свои горячие жизни Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Владимир Харази, Кязым Агарба, Владимир Пачуля и много-много других героев Великой Отечественной войны 41-45 годов. Преподаватель Сухумской 10-й школы Наира Корто училась в 9 классе и была среди тех, кто отправлял послание в будущее. Нам даже и не верилось, что в 2018 мы будем свидетелями того, что откроется эта капсула и наши фамилии будут
называть, и мы будем свидетелями такого мероприятия. Я очень рада и даже волнуюсь. В тот период думали, да, мы, наверное, не доживем, еще и смеялись, шкодничали, но на самом деле очень приятно, что дожили. Но многие не дошли. У нас очень был хороший класс. Бела Тарба, Адгур Иналыпа, Адгур Дзидзария, Людочка Оторба, Тина Хишба, Нона Шова. К сожалению, многие не дожили. Совсем еще юные тогда комсомольцы строили предположения о том, какими будут через 50 лет, как сложится их жизнь. Ведь полвека для 14-летних детей казалось вечностью. Многие, к сожалению, не дожили до наших дней. А те, кто все еще живет и трудится на благо Родины, вспоминают своих товарищей и годы комсомола очень тепло. Старшее поколение желает современной молодежи также любить свою Родину, как и они. Сказал мудрец, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Вот то, что мы здесь собрались, мы подтвердили, что мы помним наше прошлое. Мы учимся на его, может, ошибках, а в основном учимся на всем самом положительном. И я считаю, что наша молодежь – это чудесная молодежь, которая будет строить, возобновлять нашу Апсны, которая сделает наш край самым родным, самым красивым. И я очень хочу, чтобы у нашей молодежи, у наших детей, у меня у самой 4 детей, 5 внуков. И дай Бог, чтобы они жили в мирном, процветающем крае. По сообщению Министерства культуры Абхазии, сведения о существовании в республике подобных капсул времени нет. На Алакове Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Предстоящему второму туристическому форуму была посвящена пресс-конференция в торгово-промышленной палате Абхазии. Начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова и президент НП «Абхазский союз туризм» Анна Калягина рассказали о втором туристическом форуме «Визит Апсны». Подробности в репортаже Сарьи Смар. Туристический форум будет проходить с 18 по 21 ноября при поддержке Министерства по курортам и туризму, ТПП Абхазии и Абхазского союза туризма. В рамках мероприятия планируется собрать до 80 человек. Это представители крупнейших туроператоров России, эксперты, консультанты по маркетингу и другие представители туриндустрии. В этом году в мероприятии также примут участие делегации из Крыма и Сирии. Так как к нам приезжает делегация из Республики Крым, и мы очень много будем с ними общаться. Она будет. В прошлом году мы, когда проводили форум, к нам приехал представитель Крыма и рассказал о том, как они продвигают свой туристический продукт на российском рынке. Это было очень интересно. Мы завязали с ними очень такие теплые отношения, дружеские и рабочие. И в этот раз они к нам приезжают с большой делегацией. Очень приятно будет их здесь всех видеть. Туристический форум проводится в Абхазии во второй раз. По словам участников пресс-конференции, он направлен на решение актуальных вопросов в области туризма и уже имеет достаточно большой успех. Также форум знакомит его участников с новыми туристическими направлениями, такими как гастрономическое, аграрное и винное. В рамках форума будет организована выставка, где будет представлена продукция абхазских предпринимателей, а также сувениры с восточным орнаментом, восточные сладости, ювелирные изделия и выставка-продажа товаров сирийских производителей. Целью данного форума является выработка эффективных решений в сфере развития туризма на предстоящий 2019 год. И, конечно же, подведение итогов прошедшего курортного сезона 2018 года. В рамках форума будет организована деловая встреча между представителями Абхазии и Крыма, на которой будут обсуждаться вопросы развития туризма. Также будет проходить конкурс между отелями. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте форума, стать участником выставки, сделать репост в социальной сети. Мы хотим продемонстрировать гостям, которые приедут к нам на форум, то, что в Абхазии можно отдыхать в межсезонье. И у нас есть на это все ресурсы. Участники пресс-конференции отметили, что подобного рода форумы очень важны для популяризации нашей республики в туристической сфере. Также было отмечено, что в будущем форум расширит свою географию. Сарья Смар, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров принял участие в заседании сочинского делового клуба «Зеленый наряд Сочи», где обсуждались вопросы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, такими как американская белая бабочка, мраморный клоп, самшитовая огневка, пальмовый долгоносик. Презентация исторического романа Астамура Какалия «Гостеприимное море» прошла в Сухуми. Книга повествует о событиях, произошедших во II веке нашей эры, в частности, о взаимоотношениях Абхазии и Римской империи. В романе события описываются по античным хроникам и совсем незаметно, плавно перетекают в художественное повествование о судьбах главных героев произведения. А это реально существовавшие исторические личности – цари Апсилов, Абазгов и Санигов, римский легат Флавий Ариан и другие. Автор романа Астамур Какалия по образованию экономист, но всегда увлекался историей. «Гостеприимное море» – первая книга Астамура Какалия. Над ее написанием он работал 6 лет, по крупицам собирая материалы и сведения об истории Абхазии. Вскоре Астамур Какалия намерен приступить к работе над второй книгой. Книга представляет собой исторический роман, можно так сказать, исторический детектив. Она основана на реальных событиях, которые происходили на территории нашей Родины в начале, в середине II века нашей эры. Я старался не отходить далеко от доказанных фактов, поэтому приходилось проверять, перепроверять. Огромное спасибо за поддержку и уточнение Олегу Хухутовича Бугашба, Гарри Сангуля. Без их моральной поддержки навряд ли получилось бы реалистично воспроизвести это. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 14-19 градусов. Температура морской воды плюс 19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.